Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. У нас сегодня необычный выпуск. Дело в том, что гостем нашей студии на связи, на интернет-связи по скайпу из Москвы экономист, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, сотрудник РЭО имени Плеханова Василий Колташов. Василий Георгиевич, рад приветствовать вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Итоги в целом, каковы они? Нарастает экономический кризис в России, особенно сильно у нас, больше гораздо, чем за пределами нашей страны, по крайней мере, видимо так. И фактически разрушается сырьевая модель нашей экономики. Разрушается стремительно вместе с падающими ценами на нефть, потому что нефть докатилась до 36,5 долларов за баррель, фактически за бочку нефти марки Brent, и это очень болезненно для России. Какими тенденциями ознаменовался 2015 в российской экономике, для российской экономики? Наверное, самой главной тенденцией в российской экономике, в российской экономической политике было заканчивать экономический кризис. То есть нам много раз говорили о том, что мы прошли дно экономического кризиса. В конечном итоге раз 5 это произошло за год. И, конечно, люди от этого устали. И стали уже теряться в тенденциях, которые разворачиваются в экономике. А тенденции это, собственно, старые. Они все в 2014 году обозначились. Первое – это падение цен на нефть. Второе – это ослабление рубля, которое все-таки происходит сейчас. И сейчас уже более 72 рублей за доллар дают на московской бирже. И это показатель того, что будет и дальше ослабление рубля. А вслед за ценами на нефть, тем более, что по знаменитой формуле 3700 рублей мы делим на цену нефти марки Brent, на цену барреля, то есть, допустим, 3700 на 37, и получаем тот курс доллара, который должен быть. То есть это уже сейчас около 100 рублей за доллар. Хотя я думаю, что такой курс мы вскоре не увидим, но 90 это вполне ожидаемый курс. И это результаты этого года, потому что выяснилось, что мы весь год не использовали практически для того, чтобы реально совершить импортозамещение, то самое, о котором так много говорилось, и то, что должно было, в общем-то, потеснить китайские товары где-то и товары из других стран, и в конечном итоге обеспечить стабильность рубля. Ведь с падением мировых цен на нефть доллар, например, не падает, евро тоже не падает. То есть почему рубль должен при этом падать? Естественно, что это результат слабости экономики. Экономика становилась за год слабее. Это важнейшая тенденция 2015 года. Вообще весь год прошел очень странно, потому что финансовые власти старались рубль сперва укрепить, потом удержать, потом он падал. В итоге рубль оказался самой сильно болтающейся валютой в мировой экономике. Ни одна валюта так не прыгала вверх-вниз, а вслед за нефтью и вслед за какими-то внутренними решениями. Давайте степ-бай-степ. Дна мы достигли или еще нет? Да нет, конечно, мы не достигли дна. Министры говорили, что вы даже не представляете глубины пропасти, в которую рухнула бы экономика, и граждане все наши вместе с ней, если бы не мудрые, великомудрые, глубоко сложные, вам непонятные, но очень важные решения экономического блока правительства. А какие это были решения недостаточные, с вашей точки зрения? Во-первых, все решения антикризисные, которые принимались, никак не касались кризиса как такового. Они касались некоторых проявлений кризиса. Какие отрасли экономики могли бы способствовать выходу страны из кризиса? Хорошо, цена на нефть так и останется. Строительство – это панацея или это одна из частей комплекса мер? Дело в том, что для этого нужно просто менять экономическую политику. То есть перестать ждать у моря погоды и начать по следующим направлениям. Первоначально необходимо перезапустить строительный сектор, дать этой отрасли ожить. И очень важно, чтобы в этом сегменте все использовалось российское. Нужно придумать, как создавать рабочие места. Вот это одно из направлений. А дальше необходимо восстановить машиностроение промышленное. И для этого стоит использовать валютные резервы. Василий Георгиевич, но ведь это не решается за один год. Это такая долгосрочная перспектива, которую вы сейчас обозначили и в строительной сфере, и в легкой промышленности, и так далее, и так далее. А совсем так. Дело в том, что ключевые решения можно принять
за неделю. Вопрос в том, кто будет это делать, потому что сейчас вряд ли мы можем ожидать такой политики. За несколько месяцев экономика может выйти уже, начать выходить из экономического кризиса просто за счет того, что она получит позитивные, очень сильные такие драйверы. От чего еще зависит нестабильность рубля? Ну, я бы сказал, что еще очень сильно от Китая зависит. То есть наш большой южный брат, он находится в очень плохом положении. Он пережил в 2015 году обвал фондового рынка, панику, бегство капиталов. Власти старались удержать юань от падения, но уже все поговорили немножко про то, что юань чуть-чуть девальвировался, и мы ожидаем, что девальвируется еще очень сильно. И когда Китай упадет, это будет кульминация мировой, второй волны кризиса, не нашей внутренней, а мировой, и это ударит по ценам на сырье. Вероятно, это уже случится в 2016 году, и мы получим, соответственно, самый низкий в истории курс рубля, потому что будет самый низкий за последние, наверное, десятилетия на нефть. Василий, такой вопрос. Год 15-й показал ли нашу конкурентоспособность в импортозамещении? Владимир, 2015 год – это год провала политики импортозамещения. Дело в том, что была сделана ставка на стихийное импортозамещение в стресс-режиме, когда чиновники, не только наши, но и Евросоюза, говорили: мы рассчитываем на то, что санкции будут скоро отменены. Поэтому торопитесь, замещайте импорт, потом уже ничего не получится и так далее. Да? Кредиты стоят под 15, под 20, под даже 25% годовых. Ну, это не наша проблема. Нет возможности сбыть продукцию на российском рынке нашим покупателям. Это тоже не наша проблема, говорили чиновники. Это ваша проблема. Вы разбирайтесь как хотите. В итоге, конечно, никакого импортозамещения у нас не произошло, если не считать замещение импорта импортом. Ну, есть, наверное, небольшие успехи по отраслям, но принципиальных изменений нет. Экономисты говорили в начале 2015 года, что наша внутренняя рецессия вызвана не столько санкциями и не только падением цены на нефть. Что еще влияет на кризисное положение страны? На самом деле никакой борьбы с кризисом не было. Не было никакой настоящей борьбы с экономическим кризисом. Были меры по поддержанию финансового сектора, по поддержанию сырьевого сектора. Но эти меры, они частные, они не меняли ситуацию на рынке, потому что источником кризиса в России был и остается слабый покупатель, то есть ослабление потребителей, уменьшение его реальных доходов, снижение спроса на потребительские товары. Вот это та самая основа кризиса. А что делать со сбережениями, вы бы посоветовали тем, у кого они еще остались? Тем, у кого есть валютные сбережения, я думаю, что стоит потратить их все-таки или держать какую-то часть на необходимые нужды, внимательно следя за тем, что происходит с евро, с фунтом, с долларом, потому что ситуация будет меняться, и не нужно думать, что доллар – это навсегда надежная валюта. В Соединенных Штатах тоже будут серьезные экономические проблемы. Вторая волна кризиса, эпицентр которой – это БРИКС, она дойдет до США. А что касается рублевых сбережений, то, наверное, их лучше в рублях не держать. Пока можно еще купить валюту, потому что дальше она будет стоить дороже. И когда люди говорят, что 70 это много, а вот 48 это был отличный курс, и мы к нему вернемся, и слушают аналитиков, которые обещают, что будет укрепление рубля какое-то фантастическое. Но я бы этого не ждал. А вообще, конечно, главная проблема кризиса не в том, что нужно решить, как быть со сбережениями, а в том, что у людей нет недостаточно денег в текущем режиме, они должны покрывать много счетов, и им не хватает денег. И сохранить деньги в каком угодно виде, сохранить деньги, если вы знаете, что у вас впереди трудности, это то, что вам нужно сделать. Потому что именно денег будет не хватать. Это правило капиталистического кризиса. Не какого там распада в Советском Союзе, когда пропали макароны, еще что-то. А вот именно капиталистического кризиса платежные средства являются самым большим дефицитом. Товары будут, а вот деньги – это отдельная тема. Скажите, пожалуйста, а сколько будут стоить те товары, которые будут? Ну, инфляция по итогам 2015 года потребительская оценивается примерно в 40%. Это не официальная оценка, естественно. Официально у нас инфляция небольшая, прекрасно таргетированная, как говорят в Центральном банке.
А вообще-то говоря, наверное, 30% будет инфляции в следующем году. Я думаю, что не будет такой же большой инфляции, как в этом году, если только цены на нефть не повалятся грандиозно просто. У нас одна из самых слабых позиций, в нашей стране, это все-таки жилье. У людей недостаточно квадратов на душу населения. То есть и надо сделать так, чтобы они могли приобретать жилье дешево под низкие проценты. Но подобное. Замещать импорт, ограничивать ввоз иностранных товаров за счет вот смотрите, то, что можно сделать. А вот смотрите, Василий Георгиевич, цены на продукты повышаются, а цены на недвижимость падают. На пике спада цен на недвижимость надо вкладываться в нее? Вряд ли стоит покупать недвижимость, если вы не собираетесь жить в этой недвижимости. Почему? Потому что будут налоги на эту недвижимость. Налоги будут ощутимые. Платить все счета по ней — занятие не веселое. А если вы имеете достаточно много денег и большой план насчет недвижимости, можете купить, улучшить собственные жилищные условия. Но и недвижимость не ликвидный актив. Покупать ее не надо. Для сбережения ни в коем случае, на мой взгляд. Для жизни, конечно. Вы относитесь к молчунам в пенсионных накоплениях, или вы сформировали свою накопительную часть пенсии и куда-то ее поместили в негосударственный пенсионный фонд или в государственный пенсионный фонд? Я сознательный молчун, потому что я понимаю суть экономической политики в нашей стране. Я понимаю, что пенсии мне никто не гарантирует, что накопительная система, она тоже ничего не гарантирует, и система запутанная. Реформа, самое главное, перманентная, идет уже более 10 лет, конца ей не видно. И можно только догадываться, что в конечном итоге просто не будет пенсии. Василий Георгиевич, остается полминуты. Ваше пожелание телезрителям, и выходим из эфира. Я желаю людям в 2016 году бодрости, спокойствия, решимости в том, чтобы отстаивать собственные интересы и права, бороться, терпеть и не сдаваться, потому что год будет очень непростой. Василий, спасибо вам большое. Я напоминаю, что в гостях у нас был по скайпу из Москвы, по электронной связи, экономист, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, сотрудник РЭУ имени Плеханова Василий Георгиевич Колташов. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.